Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести. Чеченская Республика». В студии я, Лейла Муртазова. И в начале главные темы выпуска. Новые горизонты. Это огромный пласт культуры, огромный фундамент, на котором мы сейчас стоим. И мы просто обязаны его сохранить. Министр культуры Чеченской Республики и Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Дмитрия Лихачева подписали соглашение о сотрудничестве. Расширение предприятия. Что нас сподвигло построить новый цементный завод, это большая потребность как в самом регионе, так и в ближайших регионах. В Шалинском районе строится новый завод по производству цемента. Чем отличается сухая технология от мокрой в нашем выпуске. Связующие переправы. Работа идет строго по графику. Всего в республике в рамках нацпроекта планируется привести в нормативное состояние 123 километра дорог и 8 мостов общей протяженностью 433 метра. В рамках национального проекта реконструируются 2 моста в регионе. В регионе прошел сильный ливень с шквалистым ветром. Несмотря на то, что бедствие было непродолжительным, стихия успела нанести ущерб как муниципальной инфраструктуре, так и частному сектору. Повалены деревья, снесены крыши некоторых зданий. К счастью, обошлось без более тяжелых последствий и жертв. Адам Магомедов проследил движение шторма и его итог. Сильный дождь и ветер буквально сносит крыши и сражает наповал деревья. Стихийные бедствия принесли немало разрушений. В каких-то местах вырубило электричество, погасли светофоры, дороги заполнены лужами и возникли большие пробки. Люди в спешке бегут в дома и закрывают все двери и окна, пока погода не стихнет. Мы сейчас находимся рядом с рынком Беркат. И, как вы видите, здесь тоже произошли разрушения, повалено дерево. Но специальные службы быстро реагируют и уже оперативно устраняют все последствия. Вновь пошел дождь, но он не такой сильный, как прежде. И мы надеемся, что погода больше не принесет никаких увечий городу. Придавило машины, где-то пострадали люди, но благодаря подключению всех служб по устранению последствий чрезвычайных ситуаций от этого удастся быстро оправиться. Медучреждения Чеченской Республики с различного рода повреждениями, такими как черепно-мозговые травмы, открытые переломы, порезами на различных частях тела, на данный момент поступило всего 8 человек. Им оказывается помощь. Состояние у него удовлетворительно, оказана первая помощь. Сейчас в Шалинском ЦРБ, который 4 человека, которые, если они тяжелое состояние, если будут, они будут переведены РКБ или РКБ-СМП. Жители стараются поддерживать друг друга в сложный период. Подобные стихийные бедствия происходят не впервые, и благодаря накопленному опыту, координации, восстановление инфраструктуры идет быстрыми темпами. Адам Магомедов, Ислам Нацуров, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская Республика. Председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов провел совещание. Основной повесткой стал текущий туристический сезон. Особое внимание уделили сервису, размещению и комфортному пребыванию гостей на территории Чеченской Республики. По статистике, с каждым годом наш регион посещает все большее количество людей со всего мира.
Увеличивающийся поток туристов возлагает определенные обязательства на всех, кто занят в сфере обслуживания, в том числе на ресторанный и гостиничный бизнес. Все отели должны соответствовать высоким стандартам, чтобы посетившие наш гостеприимный край люди возвращались сюда вновь и вновь, отметил Магомед Даудов. Министр транспорта, связи и цифрового развития Чеченской Республики Адам Черхигов с рабочей инспекцией посетил аэропорт Грозный имени Героя России Ахмата Хаджикадырова. Визит состоялся в рамках подготовки субъекта к проведению Кавказского инвестиционного форума. Он стартует в столице 15 июля. Чиновник проверил готовность терминала к приему гостей и участников. Их ожидается очень много, поскольку основная нагрузка по визиту делегатов принимает на себя воздушная гавань, то принято решение увеличить число рейсов на период проведения Кавказского инвестиционного форума. В ходе проверки министр выявил высокий уровень готовности к обслуживанию пассажиров. Он поблагодарил руководство аэропорта за проделанный труд, пожелав в дальнейшем таких же успехов. Министр культуры Чеченской Республики и Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Дмитрия Лихачева подписали соглашение о сотрудничестве. Встреча Марит Байсаровой с заместителем директора института прошла в непринужденной обстановке. Прежде всего, официальные лица обменялись подарками на память в честь знаменательного дня. Культурное наследие и его развитие – это часть больших планов между сторонами, и теперь сотрудничество в данной области станет более тесным и полезным. Этот год объявлен главой республики годом истории и культурного наследия, поэтому соглашение, я считаю, мы подписали как раз вовремя. Оно охватывает большой спектр нашей совместной работы, в том числе методическую помощь республике в музеификации, паспортизации объектов культурного наследия, в расчете антропогенной нагрузки на объекты, чтобы они не пострадали от слишком большого количества туристов, посещающих объекты. И плюс ко всему, наши ученые разрабатывают социокультурные программы для того, чтобы все-таки объекты культурного наследия, которые нам передали в наши руки наши предки, это огромный пласт культуры, огромный фундамент, на котором мы сейчас стоим. И мы просто обязаны его сохранить и передать в надежные руки нашим будущим поколениям. Промышленность региона продолжает стремительное развитие. Возводятся не только новые предприятия и фабрики, но и расширяются имеющиеся. Один из таких стратегически важных для республики объектов – Чириюртовский цементный завод. Начал строительство новой линии производства. Валентина Гусевская разбиралась, чем отличается мокрый способ производства цемента от сухого. Благоустройство районов Чеченской Республики ведется поэтапно и с безупречной точностью. Чтобы разработать мастер-план Шалинского района, среди его жителей провели социальный опрос в виде фокус-группы. Это мероприятие позволит создать инфраструктуру с учетом пожеланий всех слоев населения. Сбор информации займет еще 1 месяц. Мы пока занимаемся разработкой анализа современного положения дел в Шалинском районе для, возможно, потом разработки документа планирования, мастер-плана. Но сейчас мы собираем информацию. Нам очень интересно, как живет Шалинский район и как живут его жители. Поэтому мы собираем фокус-группы из представителей разных людей, из молодежи, из рабочего класса, из людей постарше в разных местах. И спрашиваем у них про как они живут в районе, какие у них особенности в каждом месте, какие объекты инфраструктуры обеспечены и так далее. То есть нас интересует именно жизнь людей в районе непосредственно. Одним из лидеров промышленных производств в Шалинском районе является цементный завод в селе Чириюрт. Стратегически важное для региона предприятие расположено в непосредственной близости от местонахождений известняка, глины и гипса и на 98% обеспечено собственным сырьем. В этом году на территории АО «Чеченцемент» началось строительство 2-го этапа технологической линии сухого способа производства. Уже завершено 30% строительных работ. Вырыт котлован, бурят особо прочные сваи, всего их потребуется 629 штук. Что нас сподвигло построить новый цементный завод, это большая потребность как в самом регионе, так и в ближайшем региону продукции в цементе. Как мы видим, как мы наблюдаем, у нас в Грозном ведутся масштабные стройки, застраиваются целые районы благодаря мудрой политике нашего главы региона. И это все стало причиной и необходимостью строительства нового цементного завода.
Проект по расширению завода занимает 1/3 производственной территории предприятия. Цемент для строительства используют собственного производства. Сегодня завод разрабатывает продукцию по мокрому способу. Новый метод будет экологичнее и менее энергозатратный. Отличие мокрого способа производства от сухого можно наблюдать здесь, на стадии смешивания компонентов шлама для цемента. В мокром способе в трехкомпонентную смесь добавляется вода. В сухом способе этот этап исключается. Производственная мощность завода сухого способа производства составит 3300 тонн цемента в сутки. Закончить строительство планируют в декабре этого года. Он обеспечит 250 дополнительных рабочих мест и позволит увеличить объем выпускаемой продукции с 700 тысяч тонн цемента в год до проектной мощности в 1 700 000 тонн к 2026 году. Валентина Гусевская, Аслан Ахматов, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. Благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» в регионе строится и реконструируется большое количество дорожной инфраструктуры. В этой работе огромное внимание уделяется туристическому направлению, такому как Грозно-Ведено. На этой трассе реконструируется сразу 2 моста. Мадина Нуцалчиева узнала, на каком этапе строительства. Капитальный ремонт моста на 32-м километре автомобильной дороги Грозное-Ведено, граница Дагестана, идет полным ходом. Через этот объект проходит туристический маршрут к озеру Кизиной-А и архитектурному комплексу Хой. Однако была одна проблема, которая долгое время не давала водителям покоя. Проблема была с увеличением интенсивности движения. В связи с этим возникла необходимость расширения моста до 4 полос движения. Все это стало реально благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». На участке задействовано 15 человек и 3 единицы рабочей техники. Строительство идет с опережением графика. Предположительно, оно завершится осенью этого года. Помимо национальной качественной дороги у нас есть и своя программа, дороги, мосты, которые не вошли в национальный проект по Чеченской Республике. На сегодняшний день у нас в строительстве, реконструкции, капремонтом и ремонтом было 9 мостов и 2 прямоугольные трубы. Из этих 9 мостов у нас 8 мостов шли по национальному проекту. Еще один мост, который в рамках проекта подвергся реконструкции, расположен на 5-м километре объезда села Герменчук. Проходит через реку Джалка. В связи с необходимостью увеличения пропускной способности было принято решение увеличить количество полос движения с 2 до 4. Мост двухпролетный, береговые опоры массивные, промежуточная опора на свайном фундаменте. По календарному графику сроки производства работ: начало сентябрь 2023 года, окончание октябрь 2024 года. Но работы были завершены с опережением графика в мае текущего года. Оба моста обеспечивают сообщение между населенными пунктами Шалинского и Веденского районов с центральной частью республики. Любой мост или дорога значимы для дорожной сети республики. В настоящее время работы в рамках нацпроекта продолжаются. Работа идет строго по графику. Всего в республике в рамках нацпроекта планируется привести в нормативное состояние 123 километра дорог и 8 мостов общей протяженностью 433 метра. Мадина Нуцалчиева, Магомед Басаев, Вести, Чеченская Республика. Первая в Чеченской Республике гидроэлектростанция строится в Итумкалинском районе. Она возводится на реке Аргун, вблизи селения Гучумкале. На данном участке река обладает большим перепадом высоты. Назвали ее Башенной в честь ушкалойских башен-близнецов, которые находятся поблизости. Большая часть работ уже выполнена. Подробнее расскажет Медина Мударова. Это сердце гидроэлектростанции, деривационный тоннель протяженностью 1442 метра. Через него очищенная от грязи вода с отстойника будет поступать прямо в напорный бассейн, который находится чуть дальше на территории здания гидроэлектростанции. В скором времени, по окончании работ, весь этот туннель будет заполнен водой. Сооружение будет вмещать в себя 32 куба воды. Это максимальный объем. Для того, чтобы возвести туннель, уложили 25 тысяч кубов бетона. Его высота и ширина 5 метров. С начала строительства, а это 2022 год, на участке круглосуточно трудились 200 рабочих. Теперь тоннель полностью завершен. Осталось залить пол высокопрочным бетоном. Здесь проложены кабеля, освещение. Это все полностью демонтируется. Сейчас здесь то, что осталось сделать из тех работ, которые мы должны завершить, это через каждые 50 метров забиваются нержавейки, мелкие детали, проходка. Это
специальная буровая установка, загоняешь буровую установку, забуриваются мелкие шпуры, туда закладывается промышленный аммонит, это взрывчатка, отпаливается, порода, которую там получают, отгружается на отвал, специально отведенное место. Потом загоняется опалубка и бетонируется это все. Возведение отстойника площадью 0,5 гектара также на финишной прямой. В него вода поступает прямиком из оттока горной реки Аргун. Там жидкость проходит полную очистку. Основные работы по возведению сооружения завершены. Остались мелкие детали. Максимум через месяц строительство водоотстойника будет завершено. Сейчас на стадии бетонирования устраиваем опалубку, устройство опалубки, монтаж идет. Это сейчас осталось сделать сопрягающий канал, который будет связывать с тоннелем вот эти камеры. Осталось чуть-чуть работать. Мы надеемся, что уложимся в срок. Мощность станции составит 10 мегаватт. В год она будет вырабатывать 57 миллионов киловатт в час экологически чистой возобновляемой электроэнергии. Она будет направлена в энергосистему республики. По завершению строительства будет создано 60 рабочих мест. Вот гидроэлектростанция – это самое экономичное. Это если, например, тепловая, там нужна солярка, там что. Здесь очень ничего. Вода течет, электроэнергию падает. Она строится для того, чтобы выдать электроэнергию единой электросистемы и увеличить мощность потребления. Заводы увеличиваются, электроэнергии не хватает. Вот эта электроэнергия подается в общую единую сеть и увеличивается у него потребляемая мощность. А здесь уже завершающий этап. Вода поступает в само сооружение гидроэлектростанции и вырабатывает электричество. Здание сейчас окантовывают, в скором времени начнется монтаж агрегатов. С начала месяца в качестве крановщика на объекте трудится Сайпуди Бахаев. У мужчины уже есть значительный опыт работы в строительной отрасли – 20 лет. Благодаря его профессиональному взгляду возведение объекта идет быстрее. Я уже второй год как здесь работаю, связано. Здесь я уже переехал, месяц уже работаю. Моя работа заключается поднять, подать, подержать или на корзине, или деталь подать. Если этот носит корзину, я подаю детали, они закрепляют. Стоит отметить, что гидроэлектростанция первая в регионе. Возводится она в Итумкалинском районе. Гидроэлектростанция получила название Башенных, поскольку рядом, чуть выше по течению, находится объект культурного и исторического наследия. Ушкалойские башни-близнецы, врезанные в скалу прямо над рекой. Эффективности будущей гидроэлектростанции именно на этом участке способствуют большие перепады высот течения. Сдача объекта запланирована на октябрь текущего года. В планах построить Нихолоевскую гидроэлектростанцию, на которой будет уже 3-километровый деривационный тоннель мощностью 20 мегаватт. Медина Мударова, Мовсар Хаджиев, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Цифровой ликбез прошел в республиканском комплексе общего и дополнительного образования «Квант». Проект помогает школьникам повысить грамотность в сети и узнать больше о кибербезопасности. В регионе он проводится Министерством транспорта, связи и цифрового развития субъекта совместно с Министерством образования и науки 2 раза в месяц в игровой форме в разных учебных учреждениях. Сегодня было 2 темы. Это первая — работа с платформами объявлений, такими как Авито, Wildberries, Озон, плюс работа в социальных сетях, как не попасться мошенникам. Мошенники бывают через WhatsApp даже уже пишут: пришлите мне там, вышлите мне денег от имени своего родственника. Вот, то есть в этих сети уже как работать, WhatsApp, Telegram, как правильно не попасться. Детям мы говорим: если вам пишут какие-то незнакомые люди, сразу обращайтесь к родителям, к старшим. Если это в школе происходит, то к учителям. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.